Татьяна Сергеевна, здравствуйте. Ну, расскажите, вот у нас, получается, вакцинация началась в 2020 году, в декабре. Как идет сейчас этот процесс и насколько у нас жители нашей страны прививаются вот вакцинами, какие вакцины сегодня существуют на территории нашей страны? В Российской Федерации на сегодня зарегистрировано 5 вакцин против новой коронавирусной инфекции. И 2 из них, вакцина Эпивак Корона и вакцина Эпивак Корона Н, разработки в БУН-ГНЦ ВБ-Вектор Роспотребнадзора. Ну вот многие сейчас же говорят, что не все прививаются, многие боятся, что вакцины как бы не прошли испытания. Вообще проходили они испытания, какой это был срок, какой период и как они вообще вот вступают уже далее на вакцинацию населения? Для того, чтобы та или иная вакцина были допущены для вакцинации населения, конечно, они проходят целый ряд исследований. Во-первых, в самом начале они проходят доклинические исследования. Это масштабные исследования на животных. В случае вакцины Эпивак Корона они были проведены на протяжении достаточно длительного периода на 8 видах животных. Было показано, что они не обладают ни токсичным эффектом, не вызывают сильных аллергических реакций, не приводят к повышению температуры у животных. То есть они безопасны. Безопасны в том числе и в части генеративной токсичности. Показывается, что введение вакцин у животных не приводит к изменению ни способности к воспроизводству, заведению потомства, ни к тому, какое потомство получается. То есть родившиеся детеныши ничем не отличаются ни количеством, ни весом. Они точно такие же, как и у невакцинированных животных. И после того, как убеждаются, что вакцина безопасна, подается досье в Минздрав. И на основании проведенных доклинических исследований Минздрав России выдает разрешение на проведение клинических исследований. Приступают к исследованиям на людях. Любая вакцина проходит исследование первой и второй фазы на ограниченном количестве людей. И да, действительно, после получения предварительных итогов выдавались регистрационные удостоверения на вакцину. Это касается всех вакцин в России. Было принято специальное постановление, что в случае крайне неблагоприятной эпидобстановки вакцины регистрировали в ускоренном порядке. Однако пострегистрационные исследования 3 и 4 фазы на расширенном количестве добровольцев никто не отменял, и сейчас наша вакцина практически их закончила. Остается только подведение итогов. Смотрите, вот время от времени Роспотребнадзор расширяет, там, например, до этого лета беременные женщины у нас не вакцинировались, а с лета они обновили данные. Вот как это идет? Почему вот так? Во-первых, необходимо уточнить. Разрешение на вывод вакцины в гражданский оборот выдает Росздравнадзор. Это часть Министерства здравоохранения Российской Федерации. Роспотребнадзор не регистрирует вакцины и не выдает какие-либо разрешения на применение вакцин в России. А дальше проводятся специальные исследования. После того, как вакцины проходят клинические исследования первой и второй фазы на добровольцах в возрасте 18-60 лет, приступают к следующим этапам клинических исследований. С повышением возраста, то есть для пожилых граждан, и наша вакцина успешно прошла такие исследования, и весной в инструкцию были внесены изменения, она разрешена для применения у пожилой части населения. Так и проводится последовательно 6 клинических исследований на детях с постепенным понижением возраста, которые еще только предстоят. Ну и вот следующий вопрос, когда в широком доступе появятся тесты по определению антител после вакцинации? Да, действительно, наша вакцина создана на уникальной пептидной платформе до определения поствакцинального иммунитета. Но эти тесты не являются обязательными и проводятся по желанию людей, то есть нет такой строгой необходимости, что обязательно такой тест нужно делать. Эти тесты доступны. Они поставляются во все регионы, куда поставляется и вакцина, и доступны как по полису ОМС, так и поставляются в настоящее время, с начала лета, в самые разнообразные коммерческие лаборатории. Возможно, кому-то будет более удобно там сдать анализы.
Список таких лабораторий находится как на нашем сайте Института ГНЦ-ВБ «Вектор», там есть ссылка, так и на сайте Роспотребнадзора. Ну, мы знаем, что сегодня на территории нашей страны несколько вакцин. Вот чем отличается ваша вакцина от других, которые сегодня работают на территории нашей страны? Наши вакцины Эпивак Корона и Эпивак Корона Н созданы на уникальной пептидной платформе. Они не содержат ни живого вируса, ни инактивированного вируса, ни генетического материала вируса. А в их основе лежит белок-носитель, на который и сорбировано действующее вещество вакцины. 3 небольших пептида, то есть 3 небольших кусочка поверхностного вирусного белка. Эти пептиды выбирались так, что они расположены в консервативных, то есть малоизменяющихся участках. Ваша организация, получается, сегодня несколько вакцин выпустила, и вот мы сегодня смотрим на ваших стендах есть новая вакцина Эпивак Корона Н, Эпивак Н, Корона Н. И чем отличается данная вакцина, и ведутся ли разработки новых каких-то других вакцин? Вакцина Эпивак Корона Н для обычного человека, который придет вакцинироваться в поликлинику, от предыдущего варианта ничем не отличается. В ее основе лежат те же пептиды и тот же белок-носитель, то есть у нее действующие компоненты остались те же. Отличается она технологией производства. Если в вакцине Эпивак Корона все 3 пептида по отдельности сорбированы на белок-носитель, то в вакцине Эпивак Корона Н 2 из них объединены между собой, и уже такая конструкция крепится к белку-носителю. Эти изменения были внесены для того, чтобы вакцину можно было масштабировать в еще больших объемах, то есть для удобства производства. А кто может им вакцинироваться и сколько компонентов имеет данная вакцина? Данная вакцина, как и ее предыдущий вариант, она однокомпонентна, то есть у нее одинаковый состав, но она двудозовая. Одна и та же вакцина вводится 2 раза. Когда говорят, что вакцина двукомпонентная, тогда первая и вторая прививки отличаются по составу. В данной ситуации состав одинаковый, но требуется двукратное введение, так же, как в предыдущем случае, с интервалом в 14-21 день. Вот вопрос касаемо, ведутся ли разработки новых каких-то других вакцин? Против ковида? Да. Против новой коронавирусной инфекции? Да, в настоящее время в нашем институте ведутся на уровне поисковых научно-исследовательских работ, разработки. Это и идея сделать интраназальную вакцину, то есть тогда, когда можно будет капать в нос. Она очень привлекательна, потому что обеспечит формирование иммунитета на слизистых. А именно слизистые в случае с коронавирусной инфекцией, слизистые верхних дыхательных путей являются воротами для того, чтобы данный вирус попал в организм. Это и хорошая идея сделать вакцину комплексную грипп, ковид. То есть, чтобы один раз можно было вакцинировать человека. Мы каждый год вакцинируемся от гриппа, и, по всей видимости, новая коронавирусная инфекция с нами тоже навсегда, и нас ждут ежегодные вакцинации и от нее. И последний вопрос. Действенны ли имеющиеся вакцины в отношении новых штаммов COVID-19? Как я уже говорила, в основе нашей вакцины лежат консервативные пептиды. И мы отслеживаем, какие штаммы циркулируют. Роспотребнадзор и наш институт более года ведут непрерывный мониторинг циркулирующих штаммов. Они собираются из различных регионов, их структура расшифровывается. И в настоящее время мы видим, что в данных участках замен нет, то есть в теории вакцина эффективна, у нее нет предпосылок не быть эффективной. Это первая часть исследований, которые мы проводим. Вторая часть мы проверяем это на практике, проводя полный цикл вирусологических работ. В настоящее время у нас нет оснований считать, что вакцина Эпивак Корона будет неэффективна против циркулирующих штаммов. Она эффективна. Спасибо. Это было актуальное интервью. В гостях у нас была Татьяна Непомнящих, заместитель генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству Центра «Вектор» Роспотребнадзора.